Я сам крымский татарин, но мы походим из рода Али. Начало наше, мы шли как татары. Придерживались и все. Момент пришел в нашей жизни, наших многих окатоличили. На улице они ходили как все верующие. А когда приходил в дом, они сказали Аллах Акбар, что мы еще живы, что не умерли. А если был мальчик, то все, это привели. Его перевоспитывали на свои манеры, культуру, и он забывал, кто он поистине был и есть. А меня он не крестил, и ему, так говоря, Всевышний ему во сне его сказал, не делай этого, он сам найдет свою дорогу. Искал корни, спрашивал отца, сколько не приходил, он говорил, не скажу, не скажу. Тогда он только сказал, когда уже был при смерти. Я своих 30 лет потерял то, что ты ищешь. Каждый отвечает перед Аллахом сам. Я отвечаю сам за себя. Я стремлюсь и хочу исполнить, что написано в Коране, и жить для Его. А что они мне скажут, ну то их вера при их, а моя при мне. Но все наши желания возвратиться есть. Ну, Куда возвратиться? Крым, Крым. на свою родину. Мы повинны стремиться всем сердцем и знать, что с нами Аллах, и нам поможет вернуться в нашу родную землю. Қан тартты деген ибарені епіміз ешіткендірміз. Ама базы вақытлары бұл сөзлерінің насыл манасыны ағнамақ қиындыр. Бүгін Тақдир Yolları программасы Волынь вилаетінің Залисочи қасабасына кетеміз ве анда біз менімше мерақлы бір инсаннен таныш олacağımыз. Бұл инсан бүтін өмірі Украин оларақ өзіні таныған, ве тек еслі башлы олғанда кім олғаныны, Қырым татар олғаныны ве эчдадлары Қырымдан олғанларыны ағнаған. Асылда бұл Волынь вилаетінде тарихке бақсақ, Қырым татарлары 4-5 асырға қадар яшаған. Бірінші Қырым татарлары 16 асырда анда пейда олғанлар. Ве бұл топырақларда Қырым татарлары яшағанның сонки малюматлары 20 асырның башында бите. Бұл топырақлар Русия Чар императорлығына айт олған вақытында бұл ерлерде кім не яшаған бөле малюмат, яғни перепись япылған. Ве оға көре бұл тек Волынь вилаетінде 4000-ден зияде Қырым татарлары яшаған ве айны оларын жәмилері біле бұл ерлерде олған. Амма Қырымдан ұзақ олған себебі ве вақыт себебі еле мұнда яшаған Қырым татарлары язықлар олсын ки ассимиляция процесслеріне оғырап жоқ олды деп айтмаға мүмкіндір. Ве бүгін келіңіз бұл невбеттеки мұсафиріміз Андрей Александровичнен танышып, не олғаны ақында білмеге тырышайық. Нейсе біз Залисочи қасабасына келдік, аманыман 400 км Киевден. Ве бүгінгі яйынымыз истисна олacak. Ана тілімізде, Қырым татар тілінде бүгінгі яйын олмайcak. Чүнки біздің невбеттеки мұсафиріміз язықлар олсын ки daa ана тілімізді білмей, ама умут етеміз. Иншалла, ана тілімізді, Қырым татар тілімізді огренер. Селям алейкум, Андрей. Алейкум салам. Очень рад и приятно с вами познакомиться, увидеться. Впервые я о вашей истории услышал от нашего крымского муфтия Айдера Ходжа Рустемова, который вместе с Сулейманом Ходжа посетили вас, узнали вашу историю и рассказали. Уже честно, с лета хотел записать вас, познакомиться, чтобы вы рассказали всему нашему народу, частичкой которого вы являетесь, свою историю. И первый вопрос, Андрей. Кто вы, что вы можете о себе сказать? Я сам крымский татарин, но мы походим из рода Али, а так нас при царской России подписали под
Уже нас называли Александрович, так как русско-крещаемые ходили. Дворянского рода дали нам в свое время. А так мы писались Александрович. Относимся к белорусским. Что раньше татарам, которые в свое время жили в Гродно и рассеялись. Андрей, скажите, пожалуйста, вот на самом деле, готовясь к нашей сегодняшней беседе, я почитал вообще о крымских татарах в Волыни, об исторических данных. Немало здесь людей жило, крымских татар в свое время. Что вам известно, откуда они здесь появились? По И истории, когда это примерно? Ага. По истории начинать надо еще из первых, когда походом они сбирали, так говоря, кьясыр. Они приходили, собирали подать. Проходили через нашу территорию, даже в Волыни, а заходили аж в Польшу. Це тільки ми, як брали ясыр, збирали. Но поселение наше основное началось с того времени, когда в 1340 году Витовт выселил крымских татар в эти земли. На Киевщине, всегда на Волынь. И мы рассеяли. Нас, не имея права возвратиться, ну, говоря, ни на право свою родину, нас зачислили як войска. Лейб-гвардии. Мы относятся, они были литовцы, служили сначала. После времени прошло, когда смены власти пришли, мы снова попали под вплив цих Польщи. Но так как мы рассеялись, именно уже моя сторона, бо у нас ветка много было гродненских, они рассеялись, но некоторых доля закончилась, может, слышали за Гродно, что были убиты по истории. Но мы сюда, как наша уже ветка отошла, поселились на волынских землях. Так что зараз основные есть родственники, они хотят православные, но они себя не признают. Это Ровенская область, село Суховцы. И что интересно из того, что мне удалось узнать, одной из версий, как здесь крымские татары оказывались, то есть эти же земли исторически, ну, по сути, не входили в Крымское ханство, то есть южнее все было. Но те, скажем, племена, роды какие-то, которые в Крыму там поссорились с кем-то или какие-то были внутренние усобные конфликты, они просто переезжали сюда и таким образом понемногу оседали. Про это вы Так, про это такую было версию время. слышали? З архивных данных, я если про свое родство нашел, то они походят из селения Суры Чорны. И оно находится именно так, как сейчас считается Запорожская область. И они как раз проживали там, служили на хана Мамая. И куда он двигался, тогда и туда они двигались. И получилось так по истории, что вы знаете, что когда один сын из литовских князей, забыл имя, не вспомню, но по истории, когда шел убивать, то он ушел на Закавказье, а в один момент, когда уже было, то он прикрытие взял у литовцев, был на службе. Ходил походы с ними, но потом снова возвратился на свое место. Но история, что смотреть дальше, история дальше, то он не только ходил, он ходил по Кавказу, даже другое место из Суры Черны, это есть сейчас Чувашия. Это относится тоже, там имел станицу. Еще одну станицу, где наши ходили, мои предки, это была сейчас Молдавия. Но это именно тот период, когда в периоде он был получился из-за того, что их было некоторые междоусобицы. И они уступили друг другу, уступали. И уходя, некоторые были на его жизнь, самого хана. Ну и хан сам же плоско не идет. И по жизни нашего рода мы, как с одного места, уходили на другое место. Известно ли, когда ваш род оказался в Украине? В Украине он оказался по истории. Я так и нашел, оказывается, что даже отец мой говорил, что были на службе у литовца, Витовта. А тогда, уже позднее, когда уже орды не стало,
один из наших уже, он, можно сказать, на службе остался уже в Крыму у хана. И что интересно, мы по всей Украине ездим, снимаем, как живут крымские татары в Украине. И в южных, во всех практически регионах мы встречаем слова, названия сел, которые несут в себе крымско-татарский оттенок. И по пути к вам мы также встретили пару названий, которые, ну, на мой взгляд, однозначно имеют татарское происхождение. Например, Чаруковка. Это, ну, 100% татарский корень. Или Баевка, то есть от слова «бай» — «богатый». То есть вам что известно? Какие-то, может, еще есть исторические, скажем, следы, которые мы не заметили? Относно Баева, немножко я слышал, мы жили в Луцком районе, и там говорили, что там жил, как они говорят, принц. Имел там свой растянутый дворец и управлял теми землями. Там мы в один момент хотели там даже купить домик, живя моєї так тещі. Але вийшло, ми там і не купили, задорого зацінили, але історію знав. Показали місто інтересне, де стояв розкинутий дворець. І з того моменту так і називають її село, якби ханський дворець, а вони так Баєв назвали. Названня дали. А, крім того, у нас є своя історія. Здесь мы здесь живем. Так, здесь мы живем, этой улице, где вы приезжали, на этих горбах в свое время раскинутый был шатер хана Батыя. И с тех времен, как это стало, то это так и называется. Уже была и царская Россия, и была польская, пришла сюда. Польша сюда пришла. И улица не сменилась, так называется Дворецкая. Да. То есть исторически там есть подтверждение, что там был да, дворец повністю історії. Якщо розуміти історію цієї Олики, можна знайти. Говорят, это легенды, но это не легенды, есть полностью есть здесь, проверенные сведения, что они были. Другая сторона, если ехать с Луцка, с другой стороны, есть место, как у нас называют конзавод, но не конзавод. Он, там в советские времена кони держали, а до того он назывался Турчин. За своим времен Османщины приходили сюда турки. Так как татари, так и турки своим приходили на эти земли. И до этой так само называется Турчин. Так на старые люди, хотя и говорят, так колись турки приходили. Это так и не осталось. Теперь, если можно, расскажите о своей истории. То есть, насколько я понимаю, вот опять небольшая историческая такая ремарка. Последнее упоминание о крымских татарах в Волыни мне удалось найти, это вот начало 20-го столетия. И после Второй мировой войны они вообще полностью исчезают отсюда. Хотя при переписи в конце 18 века отмечалось, что здесь около 4000 татар проживает крымских, выходцев из Крыма. Что случилось? Куда они все делись? Они не делись, они остались. Как люди, они лишены просто были прав в свое время. Я проверяю историю, периоды падения так, Крымского ханства, потом империи пошли, Польская империя, Российская империя. И в этот момент, если смотреть, вот по своему, я вам скажу, роду, начало мы шли как татары, придерживались и все. А момент пришел нашей жизни, так, нашего рода, тут получилось... То есть уже называть себя татарами стало опасно? Да. Из-за того, что уже когда пришла польские литовцы были на службе литовцев, наших многих окатоличили и сказали, если будете католиком, получите права. Если вы не хотите вставать до конца католиками, вы будете жить на малых правах. Вы не получите ни великих титулов, ничего. И многие дети нашего, получается, рода, они стали уже оставаться, мусор, кажут, через силу ломать себя, играть артиста, идти в той католический храм, креститься там Марии, ну, так и вы знаете, по их культуре католиков, и служить войску. Но хотя они, это называется, как играли к циркачи. Но все же они оставались в своей культуре в доме. То есть традиции. они все это скрытно делали? Да, они все скрыто. На улице они ходили как все верующие. Говорили, да, там Христос, там свято. А когда приходил в дом, они сказали, Аллах Акбар. Что мы что живы, что не умерли.
Спочатку это все литовцы, Польская империя, она все будто любила нас, всех принимала, прощала, давала даже тех, кто уже будто не хотели, тем давала. Но в конце концов они платили одно – смертью. Як не травили, то могли скормить мышам. Особенно любили татарок наших, женщин. Не одну историю читал ужасную, конечно, что бросали, так, ты не хочешь, там литовский князь чи польский князь не хочет зі мною жити, хоча в нього фавориток було куча. Крім того, же, по історії, що взяти. О, і тут виходить, що із наших родов, этих женщин, що тільки родились красиві девочки, мальчики, тільки вибирали мальчиків. А девочек, це у литовців до 12 лет, у Польской империи это до 18. Я читал такие, некоторые мне это рассказывали, это из истории, что они больше не жили. А если был мальчик, то все, это привели, его перевоспитывали на свои манеры, культуру, и он забывал, кто он поистине был и есть. От отдаленности от Крыма, из-за малочисленности, хотели они или нет, все-таки, то есть вот эти процессы ассимиляции, они дали о себе знать. Да, да. Но если вопрос взять на других, они не очень и влияли. Они, как можно сказать, играли. То есть у них, вот как в исламе есть положение, то есть если у тебя угроза жизни и смерти, то ты можешь показать, сказать что-то, да, но внутри оставаться преданным тому, во что ты веришь. Після того, як вже наш яка Литва отошла, попали під польський гнет, наши родственники даже в этой местности, в этом замке Велике, сидели, те, что планы пишут на замки, канцелярии, вели бумаги здесь. Работали. В каком замке? Олике. Оликівському замку. Олицьке, при князі Радзивілі. Такі отце Януша. И даже, получается, ще прадедушки, получается уже. И получается завершение, получается, после того, как получилась история, наша не обрывается, мы не умерли, стало, як языки мне не проскакивают польские слова. Так получилось литовский, польский, белорусский, бо так, як наш род пошел через жизненный такой, получается, тернистый путь, и у нас языки он проскакивает. И получается, мы, як прийшла вже царська імперія, то нас вже перешли наші раді защиты, стали православными. Для того, чтобы Польща не мала на нас такое давление. І стали православними. А з їх, якщо ми православні, нас вже не трогали. І так як ми остались, то у нас весь род, який повністю є, то он здесь жил. И нас называли мещаны. Мещанами. И мы здесь жили в сторону Чемерина. Чемерин, но мой дедушка был, то жил на Залесочи, тут земли имел. И такие... Сейчас мы находимся в Залесочи, это, то есть, родина вашего деда. Да. Дедушки. И получается, то один дедушка, другой, якщо взяти, мой род большой, по суті. Но так сталося, що когда Русская империя была, они еще жили, хорошо жили. Их не трогали, они были на службе, служили кавалерии, служили даже один дед, Никифор, якщо русским говоря языком, был старшим управляющим пушками, командиром. На то время поручиком. І, як вже прийшла снова Польща, хто як снова получилось. Хто остався православних, то он остався далі йти. Але, хоча і ми пратились, но та участь, як кажуть, то їм трагическую, я не можу це промолчать, так получилась доля. Уже когда пришла советская армия, освободили нас от Польши, мы стали вроде бы люди жить ничего, но когда пришла гитлеровская оккупация, война, вместе с местными евреями, а разом и нас, нашу родню, отправили в одну могилу. Это было 28 июля 1942 года.
То есть были массовые расстрелы. Да, здесь такие расстрелы, даже 2. Третий был там у нас, где он звал, село Коту. Но там тоже свои были, свозились из сел, но тоже часть родня погибла. Но по милости Аллаха, Его любви, наш род не исчез. Одни вылезли из ям, а эти, мои же так получается, остались. Ну, я так и до конца истории не пытался, як он остался целый, остальные еще по роду. Ну, то я не могу питаться, до сей поры не знаю. Но слава Аллаху, мы остались еще. Моя прабабушка, которую так само вели на расстрел, их, у нас считались, их расстреляли, засыпали землей, присыпали, думали, что они все, конец будет. Но по милости Аллаха дал ей вылезть еще с одной сестрой, вдвоем. Они так падали, каже отец им, як мали их расстреливать, сказал, вставайте не наперед, а вставайте на конец. Ибо когда пуля прошивает человека, она проходит, но у вас такому делает царапину в конце, будто ты убит, но ты остаешься живым. И в результате того она остались двух сестрой живы. Выбрались, и пришлось им убегать с этого поселения на долгие, не знаю сколько времени прошло, пока здесь не стало снова советский час, коммунизм, тогда когда сюда вернулись, сюда жить в Велику. Давайте перейдем непосредственно к вам. Насколько я понимаю, от вас ваши родители тоже скрывали, кто вы на самом деле, да? Да. И когда тогда вам стало известно, что вы Мой крымский отец татарин? от начала моего рождения, старшего брата, он не крестил. То есть вас не крестил? Нас, а меня он не крестил. И ему, так говоря, Всевышний ему во сне его сказал, не делай этого, он сам найдет свою дорогу. Не делай того. И он воздержался. Но имени еще мне не дали. И приехала это самое, как я говорил, Епистима, и сказала, пусть будет память об моем отце, который ушел через страдания. И ее имя меня назвали Андреем. Так он польский носил за Польшей Анджей, удельный князь. И после того, так как получилась жизнь, я искал корни. Спрашивал отца, сколько не приходил, он говорил, не скажу, для чего ты хочешь раньше умереть без времени. Хватит, что меня издевались, посмотри на мой горб. У моего отца была побита спина до конца. И бедный так вот сколиоза, его в конце зажал и умер. Для чего тебе так терпеть? Но пришло время сказать, тебе расскажу 18 лет. До 18 лет вы терпели и не знали, кто вы. Да, я искал. Подался, я выучил на то время культуры буддизма, немного китайский уже читал, индуизма, занимался правами. Но все равно, хотя физически оно вроде бы не помешало, но его по времени отставил это все. Ища дальше. Ища продолжая поиски своего родства. Когда 18 год мне отец начал рассказывать за мое похождение, только не до конца. Мы то литовцы, то не литовцы, то польські, то не польські. У нас есть так, як є родственник, четырехродный дядя. Но когда он со мной смотрит, я на него не похож, он на меня не похож. Считается, то когда мы жили, я то задал, почему он с нами такой холоден, чему не говорит, ну вроде фамилия одна и та же, разговор повинен быть один и тот же, но увы, он не говорит с нами. В тот момент, что получается, он говорит, мы ему роду не надлежим, они только взяли нашу фамилию, а их совсем, кажется, другой род. И когда отец вам сказал, что вы татарин? Тогда он только сказал, когда уже был при смерти. Встретил я своего, можно сказать, троюродного брата, хотя он был пастором церкви у христиан. Но то, как мы встретились, то мы говорили, оказывается, он только тоже играл ради жизни. Бойник рассказывал, что их род, что отца садили, мать садили, дуже такие, можно сказать, репрессии занимались. Из-за того, что, каже, нам выжить, мы ушли, стали христианами. И то он, когда уже умирал, и то своим сказал детям, а дети пусть решают, кому и как. И возвращаясь к отцу, снова отец мой,
Он стал, каже, я своих 30 лет потерял то, что ты ищешь. Я, каже, як мой твой дедушка по родне подписался стать, ну, служить на польской владе. И получилось, что и мой отец тоже черканул. Спочатку ему говорили красиво, красноречиво, будешь, давали. Гости приезжали, я еще маленький помню, нас приезжал даже этот самый из Радзивилла. Янош был в доме. Но потом, как я встретился, он сказал, я тебя не знаю. О, то в конце концов, каже, меня обманули. Каже, не подписывайся. Как будет? Лучше умри тем, чем ты должен быть. Но не подписывайся. Столько того, что я подписался, и что я теперь имею. Умираю, кто меня придет и будет хоронить. Ну так как мой брат он христиан, то его верующие похоронили. Когда он вам сказал, что вы крымский татарин, может, какие-то завещания он вам дал? Он дал завет и то, что сказал. После смерти моей, когда, кажется, ты найдешь своих, хотя и он умер, и то сказал, сделай мне памятник, не тот, который мне поставит сын, ну, так мой старший брат, а сделать такого, как наш. А наш, он что подразумевал наш? Ну, именно сделай не такого, кажется, чтобы я отличался, чтобы, ну, не знаю, чему так он хотел, что даже в его, где прах лежит, и то, что был отмечен от всех других. Даже и то захотел. А перед тем он дал сказать, ты должен возвратиться, если ты возвратишься и найдешь таких, как мы были, ты, каже, возвратишь, каже, всю нашу ветку по роду и снова установишь то, что мы утеряли. Именно, каже, эти времена, когда нас здесь как топтали, уничтожали, расстреляли, декой, каже, топили, ну багато такі моменти жизни было, истории периода нашей, что он сказал, каже, ты должен восстановить. Я хотел восстановить, но у меня не получилось. Ну, я сам виноват в том. Я думаю, махнул один момент, а для чего это мне? Разве это плохо получать все? И это получилось деньги, подарки, некоторые почести. Но кажет, того не делай. И получилось, что я так послушал отца, начал поиски искать, и попал как раз, ну, уже по интернете смотря, пишет мусульманская община. Появилась мусульманская община, Луцке. Я набрал. Это 40 километров отсюда, недалеко. Да. И будущий план мечети. Думаю, есть мечеть, можно поехать. Я набираю, только план, но еще ничего не построили. Да. Так печально стало. Ах, тяжело опять. Давай искать, и так, я говоря, где они находятся. Набрал адрес. Не высвечивается. Ну, что делать? Давай я искать. Ну, поиска. И тут получилось в жизни нашей так, что я начал адрес искать. Где они есть? Ну, кажут, приехали мусульмане, по-луцку говорят. Приехали. А где они? Где они? Ну, и думаю, как найти их. Давай, я пошел спросить некоторых их в посольстве. Мне говорят, ну, адрес не дали. Они есть. То этот момент, что я пошел там, где приезжают иноземцы в той отель отдыхать. Я пришел так спокойно, так само как вас, хотел спросить, а та, что сидела женщина, мне говорит, вам какой номерок дать? Когда вы приехали, может, хоть отдохнуть? Я был трохи, конечно, засмеялся, скажу, извините, я местный. Ну, туда только такие приезжают к нам. Вы что, каже, татарин? Что приехали туда, не, каже, местный, я здесь живу. То она, каже, маете адрес? Ну, этих, где есть. Она, зараз глянем по интернете, опять рыскала, ничего не нашла. То есть адрес, где находятся переселенцы из Крыма? Да. И где они собираются, они спочатку не показывали. Потом, погоди, а она как смотрит, подождите, достает старого зошита и пишет. Улица, адрес. Я потом адрес как зашел, правда, я не хотел сервер этого испугать. Он вроде немного испугался, как ты меня нашел? Как я никому ничего не давал. А я ему говорю, кого я искал, того я нашел.
О, и вот тогда я попросил и литературу, попросил я и наши молитвы читать, как правильно делается. Бо ми так попросту молилися, так як я, склоняли колени, молились, помоги и разреши наши вопросы. Но даже в таком случае нас Аллах слышал, переводя с жизни в жизнь, переходя разные ситуации, какие не были. Насколько мне известно, потом вы через интернет вышли на духовное управление мусульман Крыма, списались с офисом и вам начали книги высылать, да? Так, так. Вы читали их и находили ли то, чего, вот насколько я понял, вы всю жизнь искали вот Бога, искали истинную религию. Вот когда с исламом познакомились, вот это чувство вы получили удовлетворение? Именно то, что я искал в жизни своей, долгие времена искал, я то и нашел. Именно свое родимое, которое было вложено, что можно сказать, от их пеленок. Искал. И теперь я радуюсь, что я могу совершить молитву, помолиться. Намаз совершить. Да, намаз, придет Рамадан, себе попуститься. То, что я искал, от родимое, поклоняться единому Аллаху и пророку Мухаммеду. Но знаете, вот у крымских татар есть такое выражение у нас. Иншаллах, вы тоже это все узнаете, познаете. Кан тартхан, говорят, то есть кровь потянула. Вот у вас, кажется, вот что не есть эта история, да? Ну да. Кровь потянула, и через века то, что скрывалось, наконец для вас стало явным, и вы вернулись к своим истокам. Но благодаря даже этой нашей моей бабушке, яка стала, говорят, могильная. Бо когда я приезжал, помаленьку, к бабушке в село, она жила 342 кілометр під Голобами. От Голоб, там на Ковель їхати. Село Гончий Брод. То там вона мені показала фотоальбом, показала своего отца, показала такие, конечно, желтые фотографии, не такие, как сейчас делаются. Показала она и начала рассказывать, кто мы есть, кому он лежит. Но сказала, отцу в уши ничего не вноши до времени. Пока, каже, он сам не покается и не поймет свою ошибку. Хотя она, кажет, и благодаря уже ей, уже первое научение, кто я есть, я уже знал. Но, кажет, уста должны были закрыты до времени. Так получилось и я. Хотя у меня в родстве они были все русско-православными. Меня заставляли ходить. Ты должен ходить. Даже некоторые родня меня нажимали, чтобы я стал священником. Бо некоторые из рода наши стали священниками, так и ушли в эти епархии. То их дело. Каждый отвечает перед Аллахом сам. Я отвечаю сам за себя. И получилось и як. Я начал чему? Искать. Вот ты посмотри, там такая красивая литургия. Посмотрел. Пришел раз, другой. Открыл, як у меня Корана не было. Открыл, уже Библия была, звичайно, дали. И прочитал. Что ж вы делаете? Берете Старый Завет, а там чіпляєте непонятно что. Нет, кажу. Не пойду. Родня верующих так само была. Тоже, иди посмотри, какое служение. Знаете, я вам кажу, посмотрел. Одному сказал, вы неправильно идете. То он на что сказал? Двери знаешь, где нас? Кажу, знаю. Запомни. Больше тебя, что мы не видели. Такая чучмек. И с того времени я с ними не разговариваю. После того, что наша, так говоря, родня стала до нас далеко. Щоб такой, якщо приїжджати чесно в гості, вони приїжджають, може раз в год на свято, може раз на 2 года приїхати. І то по особый случай, если там кто-то женится, замуж выходит. А так они с нами далеко-далеко-далеко. Говорят, этим грешникам надо покаяться. То есть вы в глазах своих родных грешники? Да. Но я, наверное, пред Аллах чист, и я стремлюсь и хочу исполнить, что написано в Коране, и жить для Его. А что они мне скажут, то их вера приехала, моя при мне. Так же написано. Вот так я того держиваюсь. А то, что там может меня обзывать, забор, что я скажу. Приехали, меня почали артиста, боже, бороду носишь, артист такой, артист такой, артист такой. Кажут, у меня по родству. А они говорят, какое родство? И давай называть то бомжом, то... Я стерпел. Стерпел с любовью, думаю, говорить. И там приехали, то сыки вони, только 30 минут и убрались. Так с дома, и даже говорить не захотели. Сказали, с таким разговаривать нечего.
А вот на фоне того, как ваших предков здесь, скажем, местные жители вытесняли, уничтожали, истребляли, ваша семья, то есть была подвержена, ну, скажем, вот вы, ваши дети, каким-то Ну, давлениям? разные были, разные давления. От начала рождения детей вроде бы это было незаметно. Ну, пока маленькие, все, в садик не ходят, там в школу не ходят. Около нас вроде такого давления не было. Но потом, когда начался уже садик, школа, мы заявляли, мы участвовать не будем. Ваших украинских традиций не будем. Костюмчики, знаете, те, кто одягаются вышиваночками, сказали, участвовать не будем. Это все ваше. У нас есть своя культура, поклоняться единому Богу и единому служить. Ну, як то понимали, одни крутили мов на мозгу, там хватает, другие називали пришельцями другої віри, а старі люди, які такі були десь по 80, по 90 лет, нас говорили, это хозяева, это земли. Они, каже, придут, каже, ходили по ясыр. А когда они даже и не были ясыром, они были, каже, отменными хозяевами, которые держали здесь порядок. Ну, некоторые нас вспоминают род, который перевоспитывал наш род злодеев. Так как при царской России получили мы тут земли, а украинцы были ворами, то не раз наши, так как были, немного мели, так как бы еще Польша так гладила, права, то этих наших воспитывали, ловили кнутами, чтобы не воровали того, что нигде не ложил. Но некоторые еще до сели носят такого зуба большого. Было время такое, что когда наши дали продолжать историю жизни наших детей, начиная мы переехали в Коту. Так, на родину нашего дедушки Севира. Так он, там было поместье его, малый замок. И так как мы приехали туда, некоторые люди, даже сами люди, старики, які було 95, один прийшов, каже, що, каже, Севір, опять пришел на землю свою, порядки наводить. В этом, ну, в честь, моя бабушка, та, которая была могильная, так и называла, когда я приезжал я в дом, то она меня не крикала там Андрей, Анжейко, как товарский ремонент, а крикала Северчику, Северчику, иди сюда. И многие, некоторые, да меня не только называли там татарином, другие говорят, о, Тура ходит. Что, каже, опять хочет тут царствовать. Хватит, каже, что тут есть некоторые. Но некоторые были старики, нас приветствовали. Но они уже были отжившие по 97, по 98 лет, которые наш род знали. Ну, уже они покойные, уже их нет. И получилась наша жизнь там очень сложно. Попали в школу, так говоря, националистическое. Там понятие должно быть украинское. Говорить все надо по-украински, робити по-украински. Ну и все, что надо. Но мы сказали, нет, того не будет. И некоторые моменты приезжали, что просили защиты даже в этой милиции. Но нам отказали на то время. Сказали, что то, мол, все, вас надо перевоспитать. Вы должны быть украинцы. Ваша родина украинская, так просила. И они нам помощи практически ничего не давали. И вопрос стоит дальше, что они чем занимались. Моментами даже мою старшую дочь, Галинка, Галина, то один момент был, що я на руках принес побитий. Така, що було це, не хочу згадувати, це дуже тяжкі моменти. Ледь пришла, зашел на траве. Кажу, что, кто ты тебе, кажу, сделал? А я не помню. Ну, то понятно, по башке дали, там дали, поехал. Потім момент такой был, что били, тоже было, что закрыли. Я в 6 вечера ищу, школа закрыта, детишек моих нету. Кажу, двоих где ж ребенок делся? Я прихожу до директора школы. Она сейчас открою. Або здашся, або не здашся. Буду що хочеш, то делать. Ну, знову ж, по милості Аллаха, знайшлися люди, я не буду говорити, що мішалися, один момент. І нам даже, ми, не знаю, болели.
Не знаю почему, что болезнь. Купляли вроде бы пищу, но болезнь за болезнью. Дети из нас болели, мы сами болели. И наша, получилось один момент, вот приносила медикаменты. Пришел, дал дядя, сказал, я рекламы не делаю, мы за вас здесь скажем слово. После того они уселись. Дали, правда, моей жене тогда, жена лежала, лежачая вже, ну, можна сказати, сухая, як полено. Дали медикаменти, не пам'ятаю, які там таблетки були, такі різні порошки. О, мы поднялись. Эти некоторые там люди аж, так получается, вот так сделали. Только, наверное, думали, что наконец мы их позбудемся. Да, и такой даже момент, я пошел раз по документах, оказывается, что нас уже написали, ну, уже не живущими. Ну вот сейчас, насколько мне известно, вы вернулись к своим истокам, вы контактируете с крымско-татарской громадой, там, Луцка, с Киева приезжали, нет-нет. Вот это окружение же видят, что вы уже не одни стали. Но, Как-то изменилось конечно, отношение? нам радостно стало, что у нас есть защита, так само наш брат Эйдер. Вот, он сказал, что-то надо, звоните, и мы будем говорить уже за вас. Вот, и мы спокойны. Ну, правда, окружающих знали, что мы есть мусульмане, сразу, ну, як-то приймає. Хто такой, таким ежиком, як стає сразу, хто спокійно каже, це така віра, як віра. Що в нас каже Бог, а що в них Аллах, це одно і те же. Ну, есть такие, есть такие. Ну, в целом уже какую-то безопасность вы чувствуете для Да, себя, для да. своей семьи. И так само тут такие некоторые были у нас в школе, на детей накинулись тоже продовжити так само духа, такого самого коллектива, там самого, ну, такого самого националистического, тоже занимались перевоспитанием. Ну, пришлось и мою девушку старшую научить, ну, биться. Ради. Приходили, ну, издевались. Меньших я не научил уже учить биться, но поучили, конечно, пришлось вытягивать. А она почала отбиваться. То ее учительница, классный руководитель, жалелся, каже, летела под парту. Я хотіли переспитати, кажу, а чим? Нагайкою. Як говоря нагайка, то зараз батогом. То я, каже, отримала батогом і улетіла під парту. І більше, каже, не прийшла. Хватить. А я кажу, я що подучу своїх менших, кажу, прийду в школу, подучу. О, і вони то будуть, я кажу, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. І після того у нас вийшло, що, ну, думаю, що робити? Возвращатися опять на рожон ми не пішли. Их тоже заставили, и часть нам денег они сплатили. И после того нам позвонил, я уже вышел, кажу, давайте документы. Думаю, хватит там мучиться. О, долго мы, я уже думал, куда идти, яку школу, так, ну, то, что у нас зараз, як в Україні, надо идти далі, учить діти. То та з Луцької цієї школи позвонив директор, давай сюди документи. И слава Аллаху, сейчас дети в спокойствии учатся, смотрят, что не так сразу дают знать. Ну, А сколько у вас детей? 6. Ну вы точно наш. Обычно у крымских татар тоже очень много детей. К сожалению, сейчас эта тенденция такая, скажем, на спад пошла. Но раньше 10, 11, 8 это У была нас норма. мало бы так быть 8. Вот так получилось, мальчик. После этого 3-й был мальчик, может быть. Но осталось так, что родственники налетели за... Моя жена доглядела бабушку, так бы, моей тещи. И за тею несчастный, казал, угол хаты налетели, и в нем получился выкидыш. После у нас трагедия сталася, он уже в Котові, девочку мы потеряли. О, але на чудо у нас сказали доктора, все, детей вам не видеть, родится, нас говорили, что у нас будут дети инвалиды, бо, мол, у вас родилось такое 7 місяців викидиш, недоношений. Але Аллах нам послав по милости, мы взывали. И вот тут вот мальчик ішов, он родился после той девушки сразу. О, и то родился нормально такой уже, великим. На данный момент, что вы знаете о своих, о крымских татарах? Что вам известно сейчас?
О своем народе уже. Ну, то що, я інформацію таки просматрю, що можу з інтернету посмотрети. Ну що, так як і все зараз. Десь услышу новості, які, ну так, що говорять. Що десь, може, щось по радіо, що такого. О, ну, все желание, все наши желания возвратиться есть. Ну, Куда возвратиться? Крым, Крым. на свою родину. Иншалла, обязательно мы вернемся туда. А удается ли как-то, может, я не знаю, язык вам начать изучать? Ну, учу, потихоньку учу, не так все сразу. Ну, як турецкий, некоторые выучил слова, некоторые уже. Я знаю, люблю сказать, пред за все чукрай джазиля масамадин Аллах. Хотя то арабский, як говорится, из розмовы. Да. О. Ну, наверное, есть какие-то проблемы, да, с книгами, с этим, Да, чтобы да. здесь найти это. Здесь вопрос насчет книг, это сложно. Я ездил по библиотеках, по эти все вопросы сложные. Получается, я таки скачал разговорник русско-татарский язык, из того учу понемножку слова. Ну, попало мне даже Евангелие из 1908 года, Казань. И там есть, я немножко тоже, там есть такие татарские слова, как ачи, там терхенделе, ну такие там есть. То я немножко себе выписал. Ну, допустим, цей дадир, тобто жертви, ну там я трошки із того взяв себе вже. Ну, вот на вас смотрю, я, конечно, не эксперт в генеалогии, но у меня ощущение, что ваши предки южнобережные крымские татары. То есть вы светленький такой, голубоглазый. А обычно вот такой типаж, скажем, в Крыму он жил на южных берегах. Правильно, правильно. Если взять останнім пристанищем, после того, как снова возвращаясь к истории хана Мамая, когда он уже возвратился и того, которого был, я не пам'ятаю, после его уже, получается, он возвратился на Крым, то он получил именно от ту сторону жить. Ту сторону, яку ви говорите. Там проживати. Ну, правда, нещасна доля сталася, ти генуезуєць. Он би що жив, но... Ну, але ж, як все говоря, он тоже без потомка не остался. И после вот ознакомления с исламом вы, насколько мне известно, его приняли. Даже есть видео, как вы это делали. Айдар Раджай показывал. Получается, в этом году у вас первый Рамадан был? Да. Как пост дался? По милости Аллаха хорошо. И постились. Мы до того времени, но правда без фиников, без ничего, мы делали так. С утра выпил воды и до вечера с постом. Мы жили здесь, пока, кажут, не было ни литературы, ни книг, ну ничего практически. Мы исполняли так, как нам, кажут, душа подсказывала. Надо поститься, молиться, очищаться, обходить свою жизнь. Вот надо жить там, мирно с соседями, уважать тех, кто тебя окружают, их веру, ну и не обижать. Ну, это, скажем, такие общие эти, которые изнутри выходят. Но сейчас вы, получается, свою же религию изучаете, читаете книги. Так. У нас каждый вечер, якщо я йду даже на роботу на ночь, мы вот так, у меня 7 смена. То хотя я и на работе, то практически мы так с ребятами сразу совершаем салятим. Салят, намаз. Сразу себе, и я себе иду. А каждый вечер мы разбираем, читаем. Нам книги уже дали, достаточно хватает, мы все рассуждаем, что написано, что нам говорится, как Мухаммед жил, как нам поступать и как жить. Это нам жизнь наша, источник нашей жизни, наша радость. Практически что остается. Бо что-то у нас есть все практически этой земной жизни. Работаешь, то и временно. Та все, що ти от, даже это материально живем, тоже временно. А вот небо, небесные суда, это есть радость. И туда войти надо, но уже. Если я работаю в огороде, я что-то имею. Урожай. Да. Так само, если я хочу что-то иметь духовно, я должен работать. Себя искоренять, чистить и смотреть, иду я ли по пути тому или нет. Если так, значит должен так поступать. Или так, и вот так. Ну, на самом деле, очень приятно, что у вас
как минимум 250-300 тысяч братьев, сестер появилось сейчас в Крыму, более 3-4 миллионов в Турции крымских татар. Ну и в общем, так как вы мусульманин, 1,5 миллиардная мусульманская община, тоже все наши братья и сестры по вере. Очень приятно было с вами пообщаться, Андрей. А как вам приятнее, когда вас называют Андрей или... Меня лучше, кто называют отцы вірчі, хто до некоторые звонят, ти каже, просто Али називають. Мені лучше. Ну так, не говорять Андрей, да Андрей, то на роботі опять Андрей, до скільки той. Андрей як Андрей. То з історії Андрей рода. Були раді виживання. А так, бо я свою, кажу, хазяюшку живу Фатима. А других, то вони самі свої імена избрали. Каждый. Очень приятно было с вами пообщаться, Андрей. Дай Аллах сил, здоровья вашей семье. Поздравляю с тем, что вы после долгого пути поиска самого себя, вы, главное, пришли к результату, нашли, кто вы, нашли религию, веру, которую всю жизнь искали. Пусть Всевышний Аллах укрепит ваши стопы, вас, вашу семью. И в ближайшее время всем нам поможет вернуться на нашу родную землю. Так как, к сожалению, после 2014 года, ну вы же знаете, что произошла аннексия Крыма, Россия захватила нашу территорию, и вот многие вынуждены сейчас покидать Крым, потому что та жизнь, те условия, которые приходится там терпеть, для многих оказываются непосильными. Иншаллах, будем делать дуа Аллаху и работать над тем, чтобы вернуться к себе домой. Да. Путь туда лежит в руках Аллаха. Знает время и время и час. А это уже не наше желание и молитва. А Он все устройство сам даст. Только когда смотрит на наше сердце, чи стремимся мы туда. Бумана, я вам скажу, жизнь здесь, но не стремится. Вот так. Сказать нам, видите, хорошие блага, нам здесь хорошо. То есть ошибка. Мы повинны стремиться всем сердцем и знать, что с нами Аллах, и нам поможет вернуться в нашу родную землю. Джазакаллах хайр. Сағолымыз Андрейға. Сайғылы телесерджилер, хатырлатам бүгін біз субетлештік Андрей біздің ватандашымызмен, диндашымызмен тақдир жолдары программасы черчевесінде ве хатырлатам біз Волынь вилаятының Залисоча қасабасында болындық еліклерді көрішейік. İşte бүгін тақдир жолдары программасы черчевесінде Андрей Александрович біздің ватандашымызны зиярет еттік ве оның тарихыны öğrendік. Ве çok farklı duygularım şimdi peyda ola. Біріншіден біз şimdi bu yerlerde кетеміз. Да 3-4 асыры велсі мұнда Қырым татарлары яшаған. Халық олара қолған. Жәмілері бар еді. Өзлеріні кім олғаныны біле еділер. Ama yazıklar olsun çeşit türlü problemler ile олар yok oldu. Ve bu haqta neni hatırlamak isterim. Bazı bizim musafirlerimiz bizim yayınlarımızda aytaydılar. Birinciden til gayip ola, son din gayip ola, son ise bütün halk gayip ola. Şimdi Волынь vilayetinde yaşayan Kırım Tatarlarının adı bile yok. Başladı hepsi tilden, son ise geçti dinge ve umumen halk yok oldu. Onun için hepimiz her vakit gerekmez anlamağa, eğer de biz halk gibi saklanıp kalmak istesek, bazı mühim şeylerge pek dikkatli olmalıyız. Ana tilimizni, Kırım Tatar tilini öğrenip kullanayıq, laf eteyik, balaçıklarımızı öğreteyik, dinimizni unutmayıq, urf adetlerimizni unutmayıq. Onun için atalarımızın bir sözü var, kayda birlik, anda tirlik. Halkımız bir olgan yerde halkımız saklanıp kaldı. Ama halkımız böyle diğerli yerde kalıp yaşaganın neticesi nege ketire, halk yok olup kete. Onun için bir vakit unutmayıq ki, tırışayıq bir olmağa, muhabbet, birbirimizge yardım, destek ile yaşayıq. Ve inşallah umut etem, eğer biz
dinimizni, tilimizni, medeniyetimizni, kim olganimizni unutmasak, biz yanıdan tiklenerek ve evvelsi olgan bizim yüksek dereceye ko'tarilmege imkoniyatimiz mutlaka olar. Takdir yolları programmasını seyrettiniz, eyleklerde görüşeyik.